Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Неисправительная колония. Почему места лишения свободы Туркменистана не изменят даже хорошие начальники? Исправительные учреждения Туркменистана людей не исправляют. Наоборот, в колониях заключенные деградируют и морально, и физически. Здесь процветает то, за что многие осуждены – коррупция, мошенничество и насилие. Деньги решают, и кто получит отдельные апартаменты, и кто будет жить на баланде и вкалывать за $1 в месяц. Даже среди сотрудников пенитенциарной системы эта работа считается дном карьеры. Тех, кто остается человеком, хватает лишь на несколько месяцев. Перевод в пожарную службу здесь празднуют как освобождение. Это заключительная часть, основанная на воспоминаниях бывшего зэка, прошедшего весь путь туркменской пенитенциарной системы. Популярный на зоне анекдот. Заключенный звонит своей матери и говорит: «Мама, отправь мне денег, я хочу купить пароход». Пароход? Что, сынок, там море есть. О том, что такое проходы и какие предметы роскоши или первой необходимости продаются в колонии, можно узнать из предыдущего видеоматериала. Там же появилась и тема расслоения заключенных. Но расслоение связано не только с деньгами. Огромную роль играет статья, по которой судили человека. Политзаключенные, проходящие по документам как СИЯС, Плюдурнуксис, или политически неблагонадежные, в колонии ЛБИ-12 имеют двойственный статус. Администрация и другие заключенные относятся к ним нормально и не стремятся усложнить им жизнь, но из Ашхабада на их счет дают прямые указания. Никаких звонков, переписок, свиданий, и местные сотрудники эти указания выполняют. Более того, за каждую попытку позвонить домой с телефонов, которыми тайно владеют другие заключенные, политических, закрывают в ШИЗО, и это тоже требование центра. В последнее время все больше мужчин осуждают по статье о мужеложстве, а сверху еще накидывают и неформальные порядки зоны. Такие заключенные автоматически становятся обиженниками. Они селятся в отдельной секции под названием гарем и выполняют всю грязную и тяжелую работу. Среди этих заключенных выше смертность. 1-2 человека в год умирают из-за осложнений, связанных с ВИЧ, потому что не получают от него никакой терапии, еще нескольких ежегодно подкашивают цирроз печени или сердечная недостаточность. Осужденных по религиозным статьям, которых администрация называет ваххабитами, содержат в тюремном режиме. Они почти круглосуточно находятся в камерах и питаются в них же, а на редкие прогулки выходят в отдельный двор. Пересечься с остальными заключенными они могут разве что в санчасти, туда религиозных узников выводили вакцинироваться во время пандемии ковида. Обычные заключенные даже не знают их точного количества. Зато VIP-статус дает не статья, но и далеко не всегда деньги. Неким Тойлы Ишану и его дяде Азиму Ишану из Бахардена сама администрация создала кильдым на месте бывшего склада. Там им оборудовали кухню, ванную и большую жилую комнату. Этот кильдым в числе первых обзавелся и сплит-кондиционером. За Тойлы и Азима похлопотали их покровители, ведь мужчины потомственные ведуны. Метафизическую практику они не прекратили и в заключении, принимая клиентов в комнате для свиданий, которую получили в единоличное распоряжение. Ишаны сидели по статье приобретения, хранения, либо другие действия с психоактивными веществами без цели сбыта. В октябре 2023 года оба получили условно-досрочное освобождение. В Туркменистане УДО не применяют, но специально для них организовали. Уезжая, Тойлы продал свой кильдым за 80 тысяч манатов или $4000. Есть на зоне и представители номенклатуры, ведь чиновников самого разного уровня ловят на коррупции и сажают несколько раз в год. В ЛБЕ-12 оказался бывший министр спорта Даянч Гулгилдыев. Возможно, Гурбангулы Бердымухамедова он и разозлил, но не настолько, чтобы с ним как-то особенно сурово обходились на зоне. Наоборот, режим, визиты комиссий и ОМОНа его не касались. Кильдым экс-министра был прямо над кабинетом начальника колонии. Бывший чиновник освободился в мае текущего года, а его кильдым купил Пинани Песов, подельник осужденного туркменского предпринимателя Чыры Кулова по прозвищу Чыры Гаша. Схожий образ жизни до своего освобождения в мае 25-го вел и бывший хаким Беркарарлыкского Этрапа Ашхабада Бактыяр Бяшеков, наказанный за яму на дороге, которую обнаружил тогдашний президент, проезжавший в сопровождении бывшего хакима города Шамухамета Дурдылыева. У Бяшекова был свой кильдым с кухней и отдельная ванная. В личных беседах он жаловался,
что Дурдылыев заставлял работать с 4 утра и до 11 вечера, порой назначая совещания и на 23 часа, и даже на полночь. Чтобы работать в таком режиме, нужно принимать психостимуляторы, что и делал Дурдылыев. В той же колонии в 20-23 годах находился бывший директор телеканала «Спорт» Расул Бабаев, арестованный вместе с Гулгилдыевым. В своем Кельдыме он организовал телефонный бизнес, поставил телефоны и разрешал звонить за деньги. А вот вечерняя новостная программа «Ватан» неизменно злила Бабаева. Он рассказывал, что трудился на благо страны, развивал телеканал, заключил контракт с вещателем спортивных трансляций Сетанта Спортс, а руководство просто выбросило его. Отбывает 8-летнее заключение и Донатар Кулов, старший брат Чиры Кулова и также его подельник. Кулова поначалу содержали очень строго, даже запрещали ему звонки и свидания. Но спустя год ослабили режим и дали добро на Кельдым. Заключенного поддерживают из Генпрокуратуры, а прокурор по надзору при каждом визите лично справляется у него о делах. Заключенные всегда живут ожиданиями: свидания, передачи, но главное – помилование. Перед каждым актом помилования возникают шняги, то есть слухи, прогнозы, предположения. Кому-то сообщают по телефону, что будет вот так-то, кто-то из сотрудников где-то услышал, что отпустят столько-то и по таким-то статьям. У кого-то сосед друга его знакомого работает в Демир-Еллары и узнал, сколько вагонов запросили для перевозки заключенных. И так без конца. Помилование – огромный стресс для заключенных, ведь каждый хочет поскорее освободиться и надеется, что в этот раз ему повезет. Но уходят обычно по дежурным статьям – краже, мошенничеству, драке. Всегда больно смотреть вслед уходящим, когда ты остаешься. Многие пьют успокоительные. В себя приходишь дня через 3. Но жизнь продолжается, и начинается отсчет до следующего помилования. Многие надеялись, что с изменением Уголовного кодекса состоится амнистия и так называемая располовинка. Это когда оставшийся на данный момент срок сокращают наполовину. Но этому сбыться было не суждено. Накануне праздников тоже происходит оживление. На Курбан-Байрам и Новый год проходят футбольные соревнования, и каждый барак выдвигает свою команду. Начальник зоны, хозяин или кто-то из состоятельных заключенных ставит на выигрыш барашка. Победивший в финале барак, вернее его команда, готовит шурпу на всех. А во время Араза Байрама в мечети внутри колонии каждый день делают акзачар или ифтар, трапезу для разговения. Акзачар обеспечивают сами заключенные. Они по очереди, по вилаятам, скидываются на него. Например, сегодня марийские, завтра либабские, дашагузские и так дальше. Аналогично вилаяты по очереди накрывают акзачар и в Рамадан, а иногда состоятельные заключенные достают приличные продукты с воли и накрывают от своего имени. Но можно получить ежедневный паёк в столовой, список постящихся заранее собирают и передают туда. Однако большую часть времени заключенные заняты отнюдь не укреплением тела, воли и духа, а наоборот. Досуг – одна из самых больших проблем на зоне. Каждый день похож на предыдущий, и достойных возможностей, чем его занять, почти нет. Часть заключенных, в основном самые бедные или маргинализированные, трудятся. Многих к тяжелой физической работе принуждают, и трудотерапией это не назвать, скорее рабством. На промзоне, куда заключенных возят работать на кирпичной фабрике, их ждет не только изнурительная работа за $1 в месяц, но и побои офицерам по имени Рашид. Жаловались на него не раз, писали заявления, все безрезультатно. Те, у кого свободного времени, больше маются от информационной изоляции. Кабельное телевидение доступно только кельдымщикам, подписаться на газеты и журналы нельзя, хотя и разрешено законом. Библиотека в упадке, свежей литературы остро не хватает, особенно русскоязычной, только старые советские потрепанные книги. Чаще всего заключенные сидят перед телеприемниками, просматривают одни и те же фильмы, сериалы, записи туркменского ТикТока. В отсутствие занятий заключенные грызут друг друга, по каждому поводу вспыхивают разборки. Если большинство обитателей колонии ждут возвращения к нормальной жизни, то живущие воровскими понятиями стараются насаждать их остальным. Именно они чаще всего и провоцируют конфликты и драки. Речь о так называемых малолетках, тех, кто сидит за убийство или изнасилование, совершенные ими еще в подростковом возрасте. Их сроки составляют от 10 до 15 лет, которые они начинают отбывать в колонии для несовершеннолетних в Байрам-Али, а после совершеннолетия в колониях общего режима. Фактически это дети, и по тем или иным причинам
Они совершают преступления в то время, когда их личность и мозг еще не до конца сформированы, и как раз на них-то вполне можно повлиять в лучшую сторону. Но тюрьма их делает только хуже и маргинализирует. Государство с малолетками не работает, зато всегда находятся те, кто приобщает их к воровской идее, других же перспектив они не видят из-за своих огромных сроков. Именно малолетки на зоне занимают блатные должности: секционщика, того, кто смотрит за секцией, барачника, смотрящего за бараком, ВК или воровского котла, бухгалтера-общака, а еще смотрящего за карантином и изолятором, и колхоза, смотрящего за зоной. До 23-го года должность колхоза была под строгим запретом, но затем, по инициативе замполита Шохрата Биашимова, ей дали добро. И хотя обычно воровские структуры противостоят администрации, в Туркменистане колхоз негласно ей подчиняется, то есть с его помощью проще управлять зоной, отсюда и решение Бишимова. Однако приобрести слишком много власти блатным не дают. Тех, кто живет по воровской идее, но не подчиняется администрации, как и просто тех, кто часто нарушает режим, отправляют в БУР, барак усиленного режима. Это камера, аналогичная ШИЗО и карантину. Туда заключают на месяц, а после, по решению суда и с рекомендацией администрации, могут на полгода-год перевести в тюрьму Авадан-ДП. Помимо воровских, на зоне процветают националистические идеи, которые проявляются в делении на блоки по вилаятам. Колония ЛБИ-12 находится в Либабском вилаяте, и Либабский блок негласно поддерживает сама администрация. При такой поддержке либабские нередко начинают конфликты с другими вилаятами. Так, в октябре 23-го года они подрались с марийскими, после чего последних закрыли в ШИЗО, а вот либабские не получили наказания. Разбираться приехал прокурор по надзору Бегли Тишлиев, уроженец марийского вилаята. Он раскритиковал администрацию за национализм и потребовал освободить из ШИЗО своих земляков. Спустя пару месяцев произошел еще более масштабный инцидент. 9 декабря, накануне помилования в честь Дня нейтралитета, случилась очередная драка между либабскими и ашхабадскими. Ничего сверхъестественного в ней не было, ее можно было легко остановить и даже предотвратить, но местные сотрудники желали насолить тогдашнему начальнику колонии Акышу Чарыеву и нарочно бездействовали. Дошло до поджога и битья стекол. Тогда сотрудники позвонили в центр и доложили о бунте. Чарыев пользовался у заключенных уважением. Появись он тогда, и ситуация разрешилась бы. Но его поздно оповестили, в центр же сообщили раздутую версию. Приехал местный ОМОН, а утром комиссия из Ашхабада с ашхабадским ОМОНом. Ашхабадцы пробыли в Либапе почти 2 недели. За это время кильдымы снесли, маркеты закрыли, а заключенных переодели в робы. Кроме этого, все и всех обшмонали, нашли деньги, телефоны, запрещенные вещества. Заключенных муштровали по уставу, все без исключения выходили на проверку. Параллельно комиссии стало ясно, что никакого бунта не было, просто была массовая драка, которую начали малолетки из Либапа. 5 из них осудили за организацию преступной группировки на очень серьезные сроки в 15-18 лет, 5 ашхабадским дали статью о хулиганстве и по 4-5 лет отсидки. Из администрации наказали заместителя, понизив в должности и переведя его в другое учреждение. В колонии со временем все вернулось на круги своя. Заново отстроили кильдымы, открыли маркеты. Администрация продолжила использовать неформальные методы контроля, в том числе через поблажки заключенным, которые с ней сотрудничают. Администрация всюду имеет глаза и уши, она в курсе всего происходящего. Бывший начальник оперчасти Шохрат Гараев говорил так: если вместе собираются 3, то один из них мой. Пенитенциарная система действует как машина, формальные и неформальные механизмы перемалывают всех, кто в нее попадает, и не обязательно по злому умыслу. Однако отношение сотрудников и чиновников влияет всегда и чаще в худшую сторону. Так, многие тяжелые условия, сродни пыточным, в Либабской колонии сложились из-за жадности одних и наплевательского отношения других. К примеру, на зоне фактически отсутствует отбой, но у тех, кто нарушает режим, обычно есть связи наверху, и сотрудники колонии не могут им ничего сделать. Все соседи при этом лишаются нормального сна. Или взять атмосферу в столовой. Она прямо противоположна той, что, казалось бы, должна возбуждать аппетит. Кондиционеры отсутствуют, летом из-за жары принимать пищу и без того трудно, а когда еще и блюдо горячее, то трапеза превращается в настоящую пытку, заключенные обжигаются и буквально исходят потом, как будто они в сауне, а не в столовой. Санитарно-гигиенические нормы не соблюдаются, столы не дезинфицируются, посуда моется кое-как,
столовые приборы не выдаются, везде мухи и полчища тараканов. Вентиляции нет и постоянно тянет чем-то зловонным. Да и сама еда отталкивающая и пустая, не зря же ее называют баландой. Обычно в столовую ходят лишь около сотни человек из более чем 1000 заключенных. Аншлаг случается только во время садака. Все хотят угоститься пловом из нормальных продуктов, которые жертвуют обеспеченные заключенные, а также свежим салатом, выпечкой, напитками. Антисанитария, недоедание и другие побочные эффекты зоны бьют сильнее всего по людям с хроническими заболеваниями. А в санчасти острая нехватка лекарств и квалифицированного персонала. Большинство палат отданы под кильдымы, отдельного диетического стола не предусмотрено. Все это крадет у людей здоровье, годы жизни поверх сроков и аукается при несчастных случаях и вспышках заболеваний. Но хотя бы заключенных вакцинируют ежегодно против гриппа, а в пандемию против ковида им многие в колонии переболели, но смертей не случилось. Некоторые стремятся в спецбольницу в Мары, где проходят лечение заключенные, но возвращаются оттуда разочарованными. Никакого лечения там не предоставляют, если не заплатишь. Помимо всех этих ненамеренных пыток, людей в туркменских застенках продолжают прицельно и жестоко пытать. Об этом рассказывают осужденные по статьям о психоактивных веществах. Во время следствия их пытают электрошокером и противогазом, отбивают им дубинками пятки, стараясь таким образом добыть имена всех, кому они продавали, у кого покупали и с кем вместе употребляли запрещенные вещества. Не защищены даже люди со связями. Так, летом в ашхабадских подвалах на Житникова насмерть запытали мужчину, который хранил несколько таблеток. По данным блогера Талыба Аббасова, дядя погибшего являлся бывшим вице-премьером, а сам несчастный работал водителем одного из племянников Гурбангулы Бердымухамедова. Для некоторых обитателей колонии общие условия, давление со стороны администрации или других заключенных становятся настолько невыносимыми, что они вскрываются, наносят себе увечья и тяжелые повреждения. Обычно это касается вен на руках или травм живота. Один из заключенных Либабской колонии совершил членовредительство в ответ на настойчивые требования денег со стороны одного из офицеров. Мужчина жил в его, в кавычках, секции. До кончины, как правило, не доходит. После подобного инцидента человека везут в вольную больницу, где рану зашивают. В этих случаях пострадавшего от самого себя также обязательно навещает прокурор, которому можно пожаловаться в письменной форме. Администрация доводить до разбирательств с прокуратурой не хочет, придется либо отчитываться за нарушение, либо давать прокурору деньги. Поэтому, если проблема заключенного состоит в чем-то конкретном, ее решают, например, бесплатно выдают положенные лекарства или отстают с поборами. Общая обстановка в колонии настолько нездоровая, что самоповреждение и намеки на что-то более серьезное становятся чуть ли не единственным способом для заключенных отстоять свои права, но администрация воспринимает их как шантаж. Если кто-то слишком часто обращается к этим методам, то его могут и наказать, отправить в ШИЗО, приковать наручниками, а на раненую руку насыпать соли. Это может удивить, но сотрудникам колонии тоже живется несладко. Даже если говорить о хищениях и взятках, то главные сливки собирают наверху, а черную работу выполняют те, кто внизу. Постоянные звонки сверху, комиссии, драки заключенных и другие головники. От этого рядовые сотрудники быстро устают и хотят перевестись в другие места, пожарную службу, к примеру, или городской отдел полиции, уголовный розыск или ГАИ. Некоторые из них попали в пенитенциарную систему тоже с переводом, а точнее с понижением из АУР или других отделов. Работа здесь считается дном МВД. Отрядные, бывает, напиваются на рабочем месте, начинают ругаться и даже лезть друг к другу с кулаками, выплескивают таким образом эмоции. Как и среди военных, тут много тех, кто хочет вообще уехать из Туркменистана, чтобы прокормить семью, есть и те, кто готов даже на увольнение по статье, так что откровенно пренебрегает обязанностями. Даже начальники режимной и оперчасти Сюнет Разыкулиев и Бегенч Бишимов, получив переводы в пожарную службу, радовались. К тому моменту оба работали в своих должностях по году, а когда получали их, праздновали. Однако нескончаемый поток проблем, переработки без возможности отлучиться домой, наезды комиссий быстро вызвали выгорание. Быстрее всего выгорают те, кто пытается изменить что-то к лучшему. Таким был, к примеру, начальник Мейлис Гурбан Мухамедов. До прихода в колонию он руководил спецназом Беркут департамента исполнения наказаний и бывал в ЛБ Е-12 с проверками. Но увиденное после начала работы на новом месте привело его в шок. Гурбан Мухамедов вознамерился улучшить жизнь заключенных,
например, восстановить положенное им питание, нормальную работу санчасти. При нем заключенные впервые за долгое время получили зубную пасту и щетки, мыло, бритвенные станки, туалетную бумагу. А еще он запретил сотрудникам администрации доить заключенных, однако закрепить такое положение не смог. Подчиненные начали ставить ему палки в колеса, ссылаясь на требования людей еще выше него, для которых снова начали вымогать деньги. Выдавать средства гигиены тоже перестали. Хотя сами заключенные успели проникнуться к Гурбан-Мухамедову уважением, но из-за проблем со всеми остальными он вскоре разочаровался и делегировал операционную деятельность заместителю. Спустя год его перевели, и он уехал с облегчением. На смену опять пришел Ашхабадский, бывший начальник СИЗО ЛБД-9 в Туркменабаде, тюрьма Абды-Шукур, подполковник Акыш Чарыев. Заключенные из ЛБЕ-12, успевшие побывать и в Абды-Шукуре, рассказывали, что там его очень хвалили, поэтому и в колонии его ждали с оптимизмом. И Чарыев действительно оказался человечным и заслужил уважительное и даже теплое отношение заключенных. Он также пытался улучшить их быт, старался по возможности понять ситуацию каждого. Дважды в год он лично организовывал садака, готовил праздничный плов и следил, чтобы каждому досталось место за столом и своя порция. Но и он в одиночку не добился больших успехов. По его словам, за 20 лет предыдущей работы у него не было ни выговоров, ни предупреждений, а в колонии он схлопотал и то, и другое всего за 3 месяца. Чарыев заявил, что это место не для него и что он уходит. Его тоже перевели. Хотя и Гурбан-Мухамедов, и Чарыев были начальниками, но даже этого статуса было мало, чтобы изменить веренную им колонию. Менять туркменскую пенитенциарную систему нужно целиком, причем и видимые, и невидимые ее части. Этому противятся многие высокопоставленные люди, ведь на том, как уродлива и бесчеловечна эта система, они сейчас зарабатывают. Ну а тому, какие изменения нужны и как их сделать возможными, стоит посвятить отдельный материал. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.